Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 3. Прошлый выпуск, в котором мы сравнивали древние шумерские слова и слова из современного карачаево-балкарского языка, вызвал большой интерес наших слушателей. Но мы тогда не до конца весь список огласили. Сейчас прочитаем оставшиеся слова. Сначала я буду говорить древнешумерские слова, а потом балкарские, ну так, как я могу. Я не балкар, я татар. Как у меня получится. Итак, продолжаем. Джун – шерсть, джун – шерсть. И по-шумерски, и по-балкарски одинаково джун. А по-татарски джин. Дорога. Джул, джил. Абсолютно одинаково. По-татарски юл. Песня. Вот песня везде одинаково. Везде одинаково песни пели. Джер, джер и по-татарски джер. Джерлыхале. Половина. Джарым. Джарым. То есть 100% совпадение шумерского и балкарского. По-татарски ярым. Половина. Звезда. Чулпан. Чулпан и по-татарски тоже чулпан. И Венера иногда тоже называют чулпан. Есть такая актриса Чулпан Хаматова. Вот она и есть звезда. Муха. Опять 100% попадание. Чебен, чебен, чебен. И у татар чебен. Далее. Создавать. Кур. Кур. Сооружать по-балкарски. Грести. Кюре. И по-балкарски кюре. Стеречь. Кару. По-балкарски кару. По-татарски харарга, что ли? Кару, может быть. Забор. Кадау. И по-балкарски кадау. Там более жесткое. Кровь. Ну, это везде во всех тюркских языках, наверное, одинаково. Кан. И по-татарски кан. Везде кан. Это кровь. Сан тоже одинаково везде. Число. Сан. Число. Сана считай. Правильно. Везде одно и то же. Ике. Ике по-шумерски 2, а по-балкарски эки. По-татарски эки. Бус. Ломать. И по-балкарски бус ломать. По-татарски, ну, бус можно сказать. Бус рвать. Юз. Одинаково, что по-шумерски, что по-балкарски. Сидеть. Сюсь. Сидеть. Тоже одинаково. Сам. Ес. Ну, по-татарски как будет? Узен, наверное. Узен. 6. Алта, 6. По-татарски уже алта. Смерть. Ел. Умирать. Одинаково у них все. Ул. Род. Ул. Сын, потомок. По-балкарски то же самое. Сен. Ты тоже. Сан, сен, син. Татары говорят син, здесь сен. Все абсолютно одинаково. А теперь продолжим озвучку книги Салимжанова «Великий тюркский язык». Мы не следуем строго по его страницам. Потом мы вернемся к началу. Аудиоозвучка, она требует своей логики. Мы сейчас поговорим о тюркско-татарских топонимах. Очень интересная тема. Она как бы вдогонку той, которую мы уже осветили. Гидронимы в России, пишет автор Салимжанов, это целые галактики, которые требуют отдельного изучения. Естественно, никто их не изучает,
так как это не исторические в кавычках названия. Никому они в России не нужны. Эти бесконечные Мурзицы, Мурзы, Бекмурзина, Усть-Мурза, Уразовки, Кунакова, Таллы, Ас, Нижний, Ус, Верхний, Иль, Страна, Югары, Верхний, Тюбан, Нижний. Эти непонятные сегодняшнему исконно русскому человеку Джалилова, Ахматова, Абдуллаевка, Каргалейка и Донгузля, Ташлы, Тамақ, Чаллы, Қашқа, Ерекля, Кішкіні, Мурзы, Қошыбеев, Қарай Марьино, Қарай Салтық, Балықшы, Балықсу, Балықлы, Балықлыдыры, Балықтықыр, Күтлі, Чамлы, Ташлы, Зереклі, Ерықлы, Тоқай, Саитова, Юсупова, Қызыл Октябрь, Қызыл Юль, Қара, Черный, Суық, Холод, Тыгырман, Мельница, Юрт, Дом, Термодом, Тыс, Соль, Су, Сулы, Вода, Чешма. Уже устал. А это только часть топонимов российских. Эти бесконечные тарханы, тарханные земли, места, не облагаемые налогом. Тарханское болото близ Чатуры, Чатыр Московской области. Большие и малые тарханы на реке Тарханка, севернее Ульяновска. Село Тарханская Потьма, Мордовская ССР. Село Тарханка на реке Сереж. Хаджи Тархан и Ас, Нижний Тархан. Древнее название города Астрахань. Устаревший Тмутаракань, где некоторым кажется, что там в древности обитало много тараканов. Но это опять, кажется, происходит от тюркско-татарского Тамай-Тархан, Тамань. Даже такое, казалось бы, далекое от тюркизма слово «устюг», Великий Устюг, при более внимательном взгляде оказывается тарабарским словом «эстеге», что означает «верхний эстеге». Верхний, местом, где издавна существует татарская ветвь. Но никто не хочет знать, с каких это времен. Россия спит и видит сны в своих историях. Не пора ли добраться до глубин, чтобы освободиться от туманности Андромеды своей родины? Да еще вот. Некоторые недобитые пантюркисты утверждают, Сталина на них нет, что и слово «родина», и слово «род» происходит от тарабарского слова «эрок», что означает «племя» и «родственник». Идите в баню. Спасибо, конечно, за объективную непревзятую критику, господа бывалые. Между прочим, осмелюсь заложить, от этого же корня «род» происходит слово «народ» при помощи приставки «на». Русский народ, например. Вообще-то не обращайте внимания. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Конец выпуска. Продолжение следует.